Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дадаквил Маршдор. Сегодняшняя тема нашего выступления посвящена личности Азди Вазара, рукописи, в которой он упоминается, и истории этой рукописи, поскольку эта тема до сих пор очень актуальна. В сети недавнее время мы видим, что, по крайней мере, в площади Ченет видео, связанное с Азди Вазаром, тоже раскручивается. И я хочу прежде всего сказать, что, во-первых, в 18 году еще была нами издана книга «Чеченская география 15 века», в предисловии, в первой части которой как раз-таки приводится аннотация, то есть краткое описание содержания рукописи, которая, согласно той информации, которая у нас есть, была составлена чеченцем Аздином Вазаром. И в этой книге, приводя те выписки из рукописи Аздина Вазара, которые имеются на сегодняшний день в нашем распоряжении, это выписки, в которые упоминаются различные общества, различные тейпы 15 века, проживавшие на территории Чечни, географические местности, названия, границы. На основании этих данных, которые были изложены Азди Вазаром, мы написали эту книгу, которая является как бы комментарием, то есть эта книга и без Азди Вазара вообще является описанием исторической географии 15 века чеченцев, но как бы задумано, что она является комментарием к этому материалу. Кто такой Азди Вазар? Что за история с этой рукописью? Начнем по порядку. В 1976 году чеченец чеченского происхождения, мухаджир, иорданский чеченец, которого звали Абдул Гани Хасан Ас-Шишани, Тейпан Энгно, он написал письмо чеченскому этнографу, который проживал непосредственно у нас в республике, известному писателю-этнографу Ахмаду Сулейманову, с предложением дружбы. И с этого момента, то есть с 1976 года, между Абдул-Гани Хасаном Ас-Шишани и между Сулеймановым Ахмадом шла переписка, довольно полезная в историко-этнографическом плане. Мы работали с этими материалами. Эти материалы хранятся в литературно-мемориальном музее Ахмада Сулейманова в селе Алхазурово, в рукописном фонде музея, с которым мы работаем. И уже в 1990 году Абдул-Гани написал Ахмаду Сулейманову очередное письмо, в котором привел аннотацию, то есть краткое содержание рукописи, с которой столкнулся Абдул-Гани на Ближнем Востоке. В своем письме Абдул-Гани приводит некоторый пересказ рукописи и сообщает о том, что ему удалось обнаружить в архиве чеченского шейха Багала, он же Абдул-Вахаб Аз-Зандаки, удалось обнаружить рукопись, в которой представлена как рукопись некоего чеченца, жившего с 1395 по 1460 год. Это был чеченец, который родился и вырос в городе Сарай, это столица Золотой Орды. Его отец Вазар был татарским офицером, высокопоставленным офицером, который служил в Золотоордынской армии. Так вот, согласно этим материалам, главный персонаж, о котором мы говорим, это Азди, значит, его отец Вазар, Вазара отец Андарби, Андарби отец Ади. Вот три поколения имен приводятся в этой рукописи, и согласно этой аннотации Азди Вазар, несмотря на то, что отец его был военного порядка человек, сам стал на путь богослова, то есть он изучал религиозные науки, изучал их в Золотой Орде, изучал в Иране, в Турции, в Египте, Миср, и в какой-то момент направился в Чечню с проповеднической миссией. И далее перечисляются 48 наименований. Значит, это не обязательно тейпы, и вообще, если кто-то в этом перечне не упоминается, не нужно ни в коем случае думать, что, значит, кого-то тогда не было. То есть это те наименования, и не только тейпы, там даже местности, какие-то местные географические этнонимы, субэтнонимы, с которыми столкнулся Азди Вазар, по всей видимости, по нашим расчетам, в 1437, 8, 39, 40, 41 годах. Вот в этом промежутке, несколько лет, он мог быть
потому что та картина, которую описывает Азди-Вазар, это картина вот этого периода. И, между прочим, вот в том перечне, который приводится у Азди-Вазара, здесь 48, как я сказал, наименований, я перечислю лишь некоторые, вот те, которые сразу обнаруживают параллели с современной чеченской этнонимией. То есть Дай-Хой, вот Дай мы знаем, тейп, Хой, так и называется тейп, Садой, так и называется тейп. Дальше Малхой, по всей видимости, Мелхи, Нашой, это Нашхой. И упоминается, посмотрите, Гойтой, то есть жители речки Гойта, скорее всего, был и населенный пункт тогда одноименный. Мартой, по всей видимости, возможно, тоже с рекой Март название связано. Назрой, соответственно, Назар или Несер, речка. Шарваны, это Ширван, тоже географическая область, бывшее государство образования Ширваншахство. Значит, Ташхой, Ташкала в Грозном, вы знаете, есть такой поселок. И дальше Аухаш, это Аух. И Мартнахаш, о которых Альви Дахо в своей статье писал, что это орден, боевая единица орден, которая давала обет на смертный бой, и этот обет сам назывался по себе Март, то есть обет клятва. И вот эти все вот наименования здесь перечисляются границы и многое другое. По этому поводу мы, во-первых, впервые совместно с научным сотрудником литературно-мемориального музея Ахмада Сулейманова, Зелимханом Сулеймановым, тоже выпустили статью, привели сканы рукописей. Вот это рукопись Абдулгани Хасана Аш-Шейшани, значит, с его личной подписью. И далее идет его же чеченоязычный перевод аннотаций, то есть оригинал на арабском языке. Далее идет чеченоязычный перевод, собственно, Абдулгани. Его тоже мы привели со ссылками на фонд рукописный музея Ахмада Сулейманова. Итак, вопрос часто возникает о том, какова история этой рукописи. Как я вам сказал, Абдулгани Хасан Аш-Шейшани, это иорданский чеченец, потомок мухаджиров, пишет, что он получил эту информацию из рукописи, которую обнаружил в личном архиве шейха Багала Аз-Зандаки. Шейх Багал, он же Абдул-Вахаб. Значит, личность была достаточно известной. Это мухаджир, родился до начала деятельности шейха Мансура, то есть приблизительно в 1784 году в Чечне. После того, как завершилась Кавказская война, покинул территорию Кавказа, стал мухаджиром и переселился на территорию Османской империи. И уже в Османской империи он поселился, обосновался и основал село Багал-Юрт, то есть своим же именем назвал его. И уже впоследствии, какое-то время прожив там, он переселился на голландские высоты. Это территория города Аль-Кунейтра. Его дети остались жить там, сам он вернулся в Багал-Юрт. И по тем данным, которые мы получили от доктора Ахмада Аз-Зандаки, значит, скончался в Багал-Юрте, но похоронен в городе Эль-Кунейтра. И, соответственно, семья его, дети, все проживали в Эль-Кунейтра, и архив его тоже находился там. Вы знаете известные события второй половины 20 века, войны, которые привели к разрушению Эль-Кунейтра, и, соответственно, архив, к сожалению, на сегодняшний день пока что для нас, по крайней мере, мы ведем сейчас работу в этом направлении. Если сказать еще про Багала, у него было 5 сыновей, у него было 3 дочери. Он был женат на Саудат, дочери Байбетера Аз-Зандаки. Его отца звали Толмирза, значит, вообще он известен как Толмирзи Багал в чеченской среде, или шейх Багал Толмирзи Аз-Зандаки. И скончался приблизительно в 1880, по другим данным, в 1884 году. То есть это реальная личность, и именно в его архиве были найдены эти материалы. И еще раз повторяю, что на сегодняшний день мы обнаружили некоторые
документы, работаем уже с архивами, работаем с чеченцами из Иордании. Достаточно большая работа ведется, много людей задействовано. В первую очередь хочу поблагодарить за помощь, оказанную нам Адалю Аднану и другим Айздин, Ахмад, доктор Ахмад и многие другие. Мы еще запишем к ним личное обращение на чеченском языке, чтобы наши братья из Иордании могли услышать без переводчика это обращение. Таким образом, на данном этапе работа с рукописью Аздина Вазара вот находится в таком состоянии. Еще раз повторюсь, мы выпустили ваковскую статью в журнале «Генезис. Исторические исследования». Это последний выпуск. Там мы приводим совместно с Залимханом Сулеймановым, как мы сказали, вот эти сканы аннотации, приводим список. И все эти данные, в принципе, вы можете обнаружить вот в этой вот книге. До сих пор это 2020 года переиздание, первого издания. До сих пор она не была в доступе. Сейчас в магазинах тоже чеченская география, она доступна для тех, кто хочет ее приобрести. Дальнейшие исследования по мере развития, которые у нас будут, мы обязательно будем держать вас в курсе. Это ويديل أخي تما بالبش تو أكوشة هنسلتا وين خردو أتسمعت نشتايف نرد حتسمع تيحاقي أو بالبش تو أكشتو سنديلا دال تيحا بركة يويلا خد يحا نا أستل ده نجحسنا زعولا ها نا أستلنا ويخم بشبو دال تيحا بركة يويلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.